прошлом я не особо занималась тем, чтобы составлять планы на предыдущий год, но пришла к выводу, что составлять списки очень даже полезно, потому что тогда цели достигаются лучше, быстрее и год проходит продуктивнее. Я верю в то, что если посылать свои мысли и планы в космос, тогда они обязательно сбудутся. Конечно, некоторые моменты, о них лучше умолчать, особенно моменты, в которых вы сомневаетесь, либо же решение каких-то вопросов зависит от других людей. Но это видео я хочу сделать для того, чтобы потом посмотреть на себя через год, в 2017, когда мы будем уже праздновать 2018, и сказать: да, всего этого я достигла, или, по крайней мере, больше половины своих планов я достигла, и составлять планы — это хорошая идея, вот. Так что давайте начнем. Мой самый первый главный пункт — это получить работу, уже официальную работу здесь, в Америке. Я планирую здесь быть учителем, потому что это мое образование, я преподаватель английского языка, но по профессии никогда не работала в Украине. Здесь я хочу работать по профессии, здесь быть учителем и хорошо зарабатывать вполне возможно, более возможно, чем в наших странах, и по мере того, как вы получаете образование, получаете разные лицензии, зарплата поднимается и ваш статус тоже поднимается, поэтому здесь в Америке есть куда мне расти в моей профессии. Только в 2016 я наконец-то определилась с тем, чем хочу заниматься по жизни, и надеюсь достигать своей цели в 2017. К этому же относится второй пункт моих планов на 2017 год, и это получить еще один диплом. У меня есть диплом магистра, в Америке он как бы работает, но не совсем. Поэтому для того, чтобы, опять же, достигать тех карьерных вершин, к которым я стремлюсь, мне нужно здесь проучиться и закончить университет. Слава богу, мне не нужно подтверждать свой диплом бакалавра, только магистратуру. На это мне понадобится год и полтора, наверное. Еще один обязательный пункт в 2017 — это завести котеечку. Я уже 2,5 года пытаюсь завести кота, но когда я жила в Украине, я знала, что я буду переезжать в Америку, не было смысла заводить животное, потому что куда бы его потом, бедняжку, эту тащила через континенты, через моря, океаны, и я думала завести кота по приезду в Америку. Но здесь мы живем в студии, и также здесь существует такая тема, что если вы хотите заводить животное, некоторые хозяева квартир, они разрешают это сделать только за $50 в месяц. Я как бы не очень согласна. И вообще считаю, что сейчас не самое стабильное время для того, чтобы отвечать за живое существо. Но в 2017, когда уже все уляжется, когда я уже буду знать, куда я иду, зачем я иду, что я вообще делаю в этой жизни, со своей жизнью, тогда я обязательно заведу себе кота, потому что я просто кота-мама, я котеечек просто обожаю. И жить без животного мне на самом деле очень сложно, потому что с 10 лет у меня была кошка, потом у меня появилась черепаха, и я привыкла отвечать за какое-то живое существо в своем доме, нечеловеческое существо, и мне этого очень не хватает. С 2017 я хочу ввести в привычку носить SPF, то есть защиту от солнца на своем лице под косметикой или без нее. Это не важно. Знали ли вы, кстати, что 80% строения кожи зависит от солнечных лучей и от ультрафиолета, который попадает на нашу кожу вне зависимости от того, солнечно на улице или же нет. И я села себе одним вечером и подумала, сколько же денег и времени я трачу на уход за кожей лица, в то время как такой очень маленький шаг сделает такую большую разницу в будущем. Поэтому в 2017 я обязательно хочу носить SPF, то ли это будет отдельный крем с SPF, который я буду наносить под увлажняющий крем, то ли это будет SPF, как сегодня у меня, в тональном средстве. Потому что хоть какой-то, мне не важно, там 15, 30, 50, все зависит от сезона и все зависит от того, какой уход у меня на данный момент. Сейчас, например, у меня в уходе присутствуют кислотные пилинги, и поэтому мне очень важно носить SPF, но это важно, в принципе, круглый год. В 2017 я хочу приобрести себе велосипед, потому что я всегда велосипеды любила, но в прошлом у меня не было надобности иметь велосипед, куда-то ездить. Я жила, в принципе, всегда недалеко от работы. Транспорт у нас в Украине работает достаточно хорошо, что бы ни говорили, поверьте мне, наш общественный транспорт работает хорошо.
Здесь все намного хуже. Здесь автобуса нужно ждать по полчаса. Если ты не успеваешь на следующий автобус после него или там на метро, тогда все. У меня столько раз было, что я просто торчала на улице по 40 минут, потому что я пропустила автобус. Поэтому я решила больше с этим не нервничать, не играться, потому что это, конечно, тратит и время, и нервы. Поэтому я хочу купить велосипед и кататься на нем и на работу, и просто ездить на велопрогулке. Это полезно, это дешево, и ты ни от кого не зависишь. Я, в принципе, никогда не была транжирой. Ну, я люблю, конечно, косметику, и поэтому у меня этот канал, но в жизни, в принципе, кроме как косметики, я особо ни на что не трачусь. И я не считаю себя человеком, который безбожно тратит придешнюю зарплату, не думая о будущем. Я всегда все планирую, я очень люблю откладывать, и в принципе с финансами у меня особых проблем никогда не было. Но в 2017 я хочу заняться своими финансами более детально, более скрупулезно. Я хочу подойти к этому вопросу, можно даже сказать, с какой-то профессиональной точки зрения. Я сейчас смотрю очень много разных финансовых видео, как планировать свои финансы, куда лучше откладывать, во что лучше вкладывать. И мне кажется, для будущего это очень-очень хорошо, потому что никому уже не 18. В 18 лет никто не думал, что кушать завтра. В 25, я думаю, пора. И пора откладывать не только на какую-то там косметику и развлечения, но также на свое будущее своей семьи. Поэтому в 2017 я обязательно займусь этим вопросом. Что касается будущего моего канала, я продолжаю снимать, я продолжаю увлекаться своим хобби. Вы знаете, что YouTube я люблю давно. Кто не знает, я на YouTube уже 4 года. Кстати, в декабре исполнилось 4 года моему каналу. И я прям очень люблю то, чем я занимаюсь. Это реально очень крутое хобби, которое я нашла прям вовремя для себя. И я в него вкладываю душу, и какой-то креатив, и все свои скиллы, которые у меня есть. И я обязательно буду снимать. Но единственное, что я, наверное, решила относиться к YouTube чуть более расслабленно, потому что раньше у меня были проблемы со стрессом, который возникал, когда я не выкладывала видео. Никто меня никогда не заставлял, и никто из подписчиков особо никогда не возмущался, когда я пропадала на неделю-две. Но это жизнь, и приходится пропадать, и все-таки это не моя работа. И если получается снимать, если есть вдохновение, я снимаю. Если его нет, тогда я хочу научиться не создавать себе какую-то стрессовую оболочку вокруг себя, потому что я не выложила видео. Я никому ничего не обязана. Я делаю это только для себя, для вас, для того, чтобы у нас было какое-то общение, для того, чтобы нам всем здесь было интересно, для того, чтобы вы отдохнули после рабочего дня, и я отдохнула после рабочего дня, снимая. Поэтому Новый год для меня должен быть более расслабленным годом, когда я буду снимать только когда у меня есть вдохновение и желание. И, наконец, то, зачем вы наблюдали несколько последних видео, это минимализм. Я действительно хочу увлечься минимализмом и в новом году, и в минимализме нет особых правил, потому что каждый придумывает правила для себя, что для него минимализм и в чем мы хотим в своей жизни этот минимализм видеть. Я хочу этот минимализм видеть в том, чтобы меньше тратиться на вещи, которые просто будут валяться в качестве хлама. Я хочу вкладывать свои финансы в то, что не пощупаешь, но то, что более важно лично для меня. Например, это путешествие, например, это здоровье, покупать витамины, ходить в спортзал. За все это тоже нужно платить. И прежде чем покупать очередную помаду или две, я подумаю, во что более полезно я могу вложить свои деньги. С косметикой мне, конечно, намного сложнее, потому что я занимаюсь съемкой видео. Живя в Америке, здесь все время выходят какие-то новые продукты, все время хочется что-то пробовать, что-то тестировать для вас, поэтому на косметике этот минимализм отразится меньше всего, но все же в какой-то мере. Мне кажется, пришло время расставлять приоритеты, и я поняла, какими эти приоритеты будут для меня. Надеюсь, это видео оказалось для вас вдохновляющим. Пожалуй, это будет последнее мое видео перед Новым годом, потому что сейчас творится вокруг меня такой хаос. Постоянно что-то происходит, постоянно что-то меняется, и я не успеваю записывать видео, между прочим. Мне кажется, один из этих пунктов нужно уже начинать развивать в себе. Это то, чтобы не создавать себе стресс по поводу
видео, которые не выходят на моем канале. Если у меня это не получается, все-таки реальная жизнь у меня стоит на первом месте, несмотря на то, что я очень люблю YouTube. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. А мы с вами увидимся в моем следующем видео.